Таджикистан столкнулся с огромной проблемой и предупреждает об этом всех лидеров стран Центральной Азии. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Власти Таджикистана предотвратили 2 попытки прорыва границы боевиками группировки Ансаруллах. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 сентября на 5-й консультативной встрече президентов стран Центральной Азии в Душанбе. В последние годы мы столкнулись с попытками прорыва и незаконного пересечения госграницы со стороны различных террористических групп. Не так давно мы предотвратили 2 попытки прорыва границы боевиками. Они преследовались с целью совершить серию терактов в столице и других регионах Таджикистана, заявил глава Таджикистана. ГКНБ Таджикистана 5 сентября сообщил, что 3 членов международной террористической организации в ночь с 29 на 30 августа незаконно пересекли линию таджикско-афганской границы на охраняемом участке, прилегающем к селению Кеврон-Дарвасского направления. В официальном сообщении говорилось, что в результате проведения оперативно-следственных действий были установлены личности убитых боевиков. Им оказались Зариф Бабаджонов, уроженец из Фары, Фарход Бахадуров, уроженец Нурабадского района, и Ахтам Касимов из Куляба. 26 апреля Центр общественных связей ГКНБ Таджикистана сообщил о ликвидации на таджикско-афганской границе 2 членов группировки Ансаруллах, которые пересекли границу в районе местечка Дашти и Езгулом Ванжского района Гбао. Имена убитых боевиков тогда обнародованы не были. Таким образом, президент и многие эксперты предупреждают другие страны Центральной Азии, которые являются соседями Афганистана, о том, что их тоже может это ожидать, и нужно быть максимально бдительным и не идти на поводу у талибов. Ведь они говорят, что контролируют различные группировки и соседям ничего не угрожает. Но как мы видим на примере Таджикистана, это не совсем правда. И все страны также являются в зоне риска. Движение «Талибан» после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года доверило боевикам группировки Ансаруллах охрану одного из участков афганско-таджикской границы. Руководство «Талибана» неоднократно заявляло, что не позволит использовать территорию Афганистана для действий, направленных против соседних стран. Россия, США и соседние с Афганистаном государства обеспокоены присутствием на афганской территории многочисленных террористических группировок. Эмомали Рахмон также отметил, что увеличивается объем контрабанды наркотиков. Цифры наглядно подтверждают это положение. Только компетентными органами нашей страны в прошлом году на границе с Афганистаном изъято около 5 тонн наркотических веществ. Это на 22% больше, чем в 2021 году. В этих условиях нам нужно работать вместе и сообща, заявил таджикский президент. Также другие страны Центральной Азии подтверждали, что количество контрабанды возрастает и напряжение на границе растет. А 14 сентября во Дворце нации в Душанбе под председательством Эмомали Рахмона состоялась 5-я консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В ее работе участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и почетный гость президент Азербайджана Ильхам Алиев. На повестку дня саммита вынесены вопросы развития сотрудничества, политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферы. Источники сообщили, что президенты не затронули некоторые важные проблемы региона, в том числе вопрос делимитации и демаркации госграниц, из-за неопределенности которых последние 2 года произошли вооруженные столкновения между Таджикистаном и Кыргызстаном. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем выступлении отметил, что в последние годы в регионе из-за аномальных холодов зимой растет потребление электроэнергии, а летом из-за засухи и маловодья наблюдается нехватка воды. Предлагаю начать работу над возобновлением и совершенствованием сотрудничества в рамках соглашения об использовании водных энергетических ресурсов реки Нарын, Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными энергетическими ресурсами. Страны Центральной Азии 25 лет назад подписали соглашение о сбалансированном использовании водного потенциала трансграничных рек, однако впоследствии стороны частично прекратили соблюдение его условий. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать план действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии, направленный на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил в целях увеличения объемов товарооборота скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли без изъятия ограничений,
В этой связи необходимо принять комплексную региональную программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования, санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, а также запуск региональной площадки электронной торговли, заявил узбекский лидер. Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что его страна готова к поставкам своего природного газа и электроэнергии в страны Центральной Азии и через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях. Видится возможным рассмотреть это предложение с точки зрения налаживания долгосрочного сотрудничества между нашими государствами. В этом аспекте представляется целесообразным создать новую форму пятистороннего взаимодействия – энергетический диалог центральноазиатских стран, отметил Сердар Бердымухамедов. Глава МИД Таджикистана Сираджиддин Мухридин на пресс-конференции в Душанбе сообщил, что в рамках пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии министры иностранных дел стран региона подписали два новых документа. Соглашение об укреплении солидарности наземного транспорта в Центральной Азии и соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан по общим направлениям молодежной политики. Шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в будущем году в Казахстане. Как вам такие итоги? Как вы думаете, действительно ли для нашей страны есть угроза? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.